В эфире «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Для большинства людей пандемия – психологически сложный период, но особенно тяжело приходится людям с инвалидностью. Получение своевременной медицинской помощи при действующих ограничительных мерах, а также решение повседневных проблем, связанных с передвижением, жильем и так далее, становится сегодня не менее важным. С гостем нашей студии, членом Общественной палаты республики, членом регионального отделения УНФ в Якутии Гаврилом Чимахановым мы поговорим об его проекте «Дом жизни для людей с почечной недостаточностью». Гаврил, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Как люди с инвалидностью, в частности диализники, сейчас переживают непростые пандемийные времена? Пандемия, конечно, несла свои коррективы для всего общества. И для нас особенно это очень тяжелое время. И мы сейчас, вот как активные люди именно нашего сообщества, пытались принести какую-то свою лепту в это. Но, к сожалению, сами знаете, что для хронических больных сейчас уже где-то есть какие-то ограничения. Вот. Но благодаря каким-то сторонним моментам, о чем мы далее поговорим, все-таки не все так плохо. Все-таки мы работаем, все-таки мы выходим на связь с людьми и для людей делаем полезные вещи. Вы инициировали новый социальный проект «Дом жизни». Что послужило толчком, что это за проект и какие проблемы призван решить? «Дом жизни» — это мой давний проект, который я уже осмыслил, в принципе, и вот сейчас уже привел в ту реальность, которая сейчас она уже есть. Это совместно с окружной администрацией города Якутска, с нашей мэрией. Есть такой проект «Народный бюджет», где я подал заявку и выиграл грант. Грант, который послужил сейчас для нас очень такой хорошей для того, чтобы снять вот эту вот жилищную проблему для людей, которые ходят на диализ. Они приезжают со всей республики, поэтому негде жить. Вот эта вот проблема, которая у меня была, я сам с Верхоянска, сам на себе это все испытал. Комфорта как такового не было, когда снимаешь частично благоустроенную квартиру. Поэтому, выиграв грант, у нас вот прямо гора с плеч, когда вот нам разрешили снять 4-комнатную квартиру сейчас с удобствами, с комфортом в центре города, почти что на Федора Попова, и мы там разместили 10 человек. Соответственно, это большая радость, которая именно вот эти люди избранные поселились там. Пенсия, в первую очередь, она сохраняется в личном, в своем состоянии, в котором они рассчитывали. Это личные какие-то свои моменты проявляются в этом. И действительно сейчас многие обрадовались. И проект, я думаю, сейчас как никогда актуален именно для такого диагноза людей, для такой группы людей. И в дальнейшем мы, конечно, очень бы хотели, чтобы он разросся и был потенциальным проектом для правительственного, наверное, уровня уже. То есть люди проживают в одном доме, в одной квартире и ездят на процедуры ежедневно, да? То есть это же большая необходимость в этом. Соответственно, помимо этого мы еще занимаемся благотворительностью. У меня есть свой фонд благотворительный, где я могу с продуктами помочь, соответственно, и с выездами какими-то. Все это организовано, все в одном доме, мастер-классы от психологов или еще какие-то такие хорошие вещи в одном месте. А какова финансовая часть проекта? Насколько он рассчитан? На год. На год именно с расчетом. Ну, с опозданием нам деньги выдали в связи с тем, что у нас пандемия была. И где-то спустя год мы получили деньги и претворили в это все в жизнь. Вот. И в дальнейшем именно цель такая, чтобы после истечения вот этого года, соответственно, уже было понятно, что этот проект должен жить в дальнейшем. И мы вообще рассчитывали на то, чтобы власти услышали нас и был построен некий пансионат, который бы для людей с ограниченной возможностью здоровья вот сделал именно вот такую хорошую, комфортную среду. Ну и чтобы он работал на постоянной основе, да? Да, на постоянной основе. Чтобы не приходилось арендовать квартиры, постоянное помещение, чтобы было. Нуждающиеся в такой помощи, как к вам могут обратиться? Но мы держим тесную связь, соответственно, с диализными центрами, в которые поступают люди, с медцентром, сами постоянно вот, общаемся. Ну и, соответственно, в WhatsApp-группе, где постоянно мы вовлекаем все новых и новых своих подопечных, они вот сарафанное радио, соответственно, работает, и люди обращаются постоянно. Сейчас вот, например, есть такая тенденция, что люди приезжают только-только, пока они поймут, что, как жить в городе, 2-3 месяца, соответственно, они могут прожить у нас, а потом уже освоившись, они могут подать документы на аренду от социального
Министерства социального защиты. Вот, там, получается, они берут деньги на аренду квартиры, республиканские деньги, и могут уже, соответственно, отдельно жить, проживать. А до этого времени, пока адаптация идет, также мы можем информацией поделиться, как быть в такой болезни, в такой трудной ситуации. Они смотрят на нас. У нас сейчас молодой парень, 20 лет, приехал, не знает ничего. Мы ему сейчас пытаемся объяснить, что так же можно жить вместе с нами, с одной группой. Вы сказали о каких-то дополнительных проектах внутри этой квартиры, да, и внутри дома жизни. Расскажите подробнее о мастер-классах, может быть, которые там проходят, о психологической помощи. Вообще, я договорился уже, в принципе, на следующий год хотели бы именно вот, кто живет в этом доме, хотя бы половину найти спонсоров, которые бы могли помочь поехать отдохнуть в Сочи. В Сочи у нас уже хорошие знакомые врачи нефрологических диализных центров, которые с радостью нас примут, потому что они понимают, где Якутия находится и как у нас суровые какие у нас условия жизни. Поэтому в этом плане вот отработка идет по этому направлению. Я не буду считать, наверное, эти благотворительные моменты, где продукты, и, соответственно, это все есть, это все будет. Праздники мы можем устраивать, соответственно, какие-то совместные выезды. Работы очень много, но тем приятнее, что мы помогаем людям. Вот это вот самая главная наша цель. А кто вам помогает и как в будущем вы видите развитие вашего проекта? Ну, соответственно, я вот особую благодарность хочу сказать окружной администрации, что позволили нам участвовать в таком конкурсе. И, соответственно, вот эта победа, скажем, да, вот в этом гранте сейчас нам дает возможность понять вот эту всю структуру жилищного условия, понять, отработать и уже привести как-то целиком какой-то пакет, возможно, документов и идей в нужное русло и отдать, соответственно, уже повыше в органы власти. И действительно, сейчас люди этого все ждут в ожидании. Мы много лет об этом уже говорили, что необходим этот пансионат, который бы был на вечной основе. И, конечно же, чтобы он был обязательно привязан к государству. Под частные какие-то предприниматели не смогут это вытянуть, ну и какие-то, возможно, будут моменты, где мы друг друга не поймем на какие-то разные языки. Поэтому хотелось бы, чтобы государство это все вело. Вот. А мы готовы работать вместе с ними. Ну, во время подготовки к проекту наверняка вы изучали статистику. Да. Расскажите сейчас, какова ситуация, сколько людей нуждаются в диализе в Якутии, есть ли вне Якутска подобный проект? Ну, прогрессия, конечно же, идет. Но очень радует, что не в таком стремительном уже контексте. 690, вроде, около 700 человек, которые сейчас находятся на гемодиализе в городе Якутске, в Мирном, в Нерюнгри, это по республике, я считаю. По районам сейчас, говорят, будут обдумывать варианты того, чтобы в каких-то населенных пунктах, центральных районах будут ставиться именно аппараты гемодиализа, что, соответственно, сократит какие-то расходы человека, который бы мог. То есть придется уже не выезжать, если человек может в своем районе получать помощь, да, лечение? Район говорили, что в будущем может уже задуматься о том, чтобы поставить там 2-3 точки именно вот аппарата гемодиализа, соответственно. Вообще вот этот нахлыв людей, когда вот человек неожиданно для себя заболевает, соответственно, и аппаратура, которая вот именно может продлить ему жизнь, находится только вот в центральных городах: Нерюнгри, Мирный, Якутск. Ему вот так распределяют. Когда я заболел, я должен был выбирать между Иркутском или же Нерюнгри. Соответственно, я выбрал Нерюнгри, хотя там никого я по большому счету не знаю, но по малой такой необходимости, да, скажем, все-таки мне надо было ехать в Нерюнгри, что ближе от семьи, от своей родной республики. Поэтому я вот в Нерюнгри пробыл некоторое время. Но и тогда были очень большие проблемы с жильем. Скажем так, Егор Афанасьевич, когда был президентом, его дом, вот на Пушкина 31 у нас есть дом для инвалидов, который построен, там половина диализников уже проживает. Сейчас необходим новый такой дом, возможно, еще с большими квартирами, чтобы там, это не только диализников касается, но и инвалидов тоже с тяжелыми заболеваниями иных групп. Соответственно, такой новый дом мог бы решить некоторые проблемы социального именно характера для проживания людей с инвалидностью. Вот. Действительно, да, так было бы лучше. А пандемия как вообще сказалась на лечении, на прохождении этих процедур диализа? Я, например, сам трансплантированный, но я сейчас я 2 раза переболел за эти 2 года, и, соответственно,
очень тяжело проходит все это, ситуация именно с пандемией. И спасибо властям все равно, что вот они ведут эту работу. Благодаря им, наверное, у нас открывается больница на Стадухина, соответственно, какие-то меры принимаются, чтобы нас взять под некую такую защиту. Нам бесплатно ПЦР делают, ИФА делают, поэтому большая благодарность нашим врачам и органам власти, которые могут все это координировать. Конечно, есть шероховатости, которые мы будем, соответственно, вместе решать с ними, и, соответственно, будем это все в нужном русле как-то претворять в жизнь. Но если говорить в целом о проблемах диализников и людей с инвалидностью, на ваш взгляд, как должны решаться проблемы? То есть должна быть только помощь государства, или здесь может привлечение частных лиц, или Мы так и работаем какие-то сейчас. механизмы нужно выработать новые? Мы сейчас так и работаем. Ну, работы, они, в принципе, наработаны. Я сейчас вхожу в совет инвалидов по республике у главы, находящийся под кураторством. Соответственно, я там все могу своих желаний какие-то, которые у нас есть, у инвалидов накопились в момент именно правового, возможно, контента. Все это озвучить, и у нас нету такого, что буквально все отказываются, что-то как-то. Нет, конечно же, не так. У нас в республике с этим очень хорошо все поставлено на поток. Любые жалобы, любые моменты, которые нужно обсудить, обсуждаются и приводятся в большинстве случаев к положительному результату. Поэтому сейчас работа ведется. Мы сейчас уже адаптировались именно к работе именно с органами власти. И то, что сейчас происходит, меня радует, например. Было 5 лет назад труднее, нежели сейчас. Поэтому все будем делать для людей и их блага, и комфорта. Ну а вообще изучаете, может быть, опыт российский или иностранный опыт в этом направлении? В этом плане, будучи спортсменом, я выезжал в Италию, Испанию, Польшу, Казахстан. И, конечно же, там есть моменты, которые мы переняли для себя. Ну а в целом, по, например, допустим, лекарственное обеспечение, которое у нас сейчас есть проблематика, но в больших городах эта проблематика стоит еще острее. И на фоне этого я могу сравнить нашу Якутию только с положительной стороны. Если, не дай бог, у нас возникнет проблемы, как в больших городах нашей необъятной страны, то проблема, конечно же, очень плохая и с отрицательным эффектом получится. Вот. Поэтому в данном случае, дай бог, чтобы все так продолжалось очень хорошо и положительно, и проблемы также решались, и органы власти всегда нас встречали с такими же открытыми дверями и с пониманием. Гаврил, спасибо, что нашли время и пришли к нам. Желаем вам успешной реализации и дальнейшего обязательно развития вашего проекта. Спасибо вам, Сергей. А я напомню, о своем проекте «Дом жизни» нам рассказал член Общественной палаты республики Гаврил Чебаханов. Вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь с нами.